Добрый день, меня зовут Марат Халид. В сегодняшнем видео я бы хотел рассказать о себе. Для меня это в первую очередь, наверное, вызов для себя. То есть ответить на определенные вопросы. Я немножко подготовился, попросил в своих социальных сетях аудиторию, чтобы они задали мне вопрос, который, по их мнению, может максимально раскрыть меня, мою личность. И, как я говорил ранее, для меня это тоже вызов для себя. Посмотреть со стороны, понять, кто я. Начну с вопросов. Первый – это как бы я описал себя 3 словами. Если описать себя 3 словами, я бы сказал, первое – это энергичный, второе – это действующий, и третье – наверное, наблюдающий, можно сказать так. Если это раскрыть, энергичный, это понятно, всегда стараюсь, наверное, с детства быть более энергичным, как-то всегда ведет эта энергия, желание познать что-то новое, желание узнать, в какой-то степени в нашем современном мире желание успеть где-то. Второй – это действующий, потому что в мире много идей, можно, в принципе, много что придумать, но не каждое дело можно довести до конца, и здесь, опять-таки, стараюсь действовать, пробовать, действовать быстро. Получается – круто. Не получилось – идешь дальше, несмотря на это, наоборот, получаешь какой-то опыт. И третье – наблюдательный, наблюдающий, как я сказал, потому что мир, он многогранный, и всегда хочется посмотреть с другой стороны. Всегда есть взгляд с другой стороны, и его нужно искать. Это можно найти через людей, у каждого свой взгляд, каждый видит что-то по-своему, и всегда это имеет место быть, и всегда нужно наблюдать за этим. Также, что происходит вокруг тебя, вокруг тебя, это, в принципе, очень важно. Следующий вопрос, который мне задали, это какое первое впечатление я обычно произвожу на людей? Но это, опять-таки, мнение других людей, старался, наверное, в какой-то степени расспрашивать об этом. Часто бывает так, что люди видят меня энергичным, открытым, потому что я всегда улыбаюсь. Иногда мне кажется в какой-то степени таким легким человеком, всегда веселым, всегда на позитиве. Но на самом деле, как и любой человек, когда я с тем, с кем только познакомился, перехожу в более тесный контакт, то есть мы узнаем больше друг друга, больше разговариваем на какие-то серьезные темы, люди понимают, что, наверное, за вот этой улыбкой, за этим весельем скрывается какой-то очень, наверное, серьезный взгляд на жизнь, очень какие-то глубокие мысли. Это, опять-таки, не мои слова, это как мне передавали люди. В какой-то степени, наверное, такая закрытость, то есть хоть и внешне на первом знакомстве всегда максимально открытый, но вот эта какая-то определенная закрытость присутствует. Я думаю, это присуще каждому человеку. Но самое главное – это быть открытым в первую очередь перед собой. Следующий вопрос. Какой я в обычной жизни, когда не работаю? Да, в наше время мы, в принципе, очень много работаем, очень много времени тратим на цели, на достижение каких-то результатов. Но во время, когда я не работаю, то есть максимально сфокусирован на себе, я максимально спокойный, открытый. Для меня важно просто проводить качественно время с людьми, которые мне приятны, с которыми я разделяю свое какое-то видение. Люблю, наверное, даже больше тишину. Больше всего я люблю долгие прогулки, без музыки, без наушников. Просто ты наедине с собой гуляешь, думаешь, или просто не думаешь, просто стараешься быть в моменте и наслаждаться тем, что окружает тебя. Особенно я люблю гулять по Караганде, я очень люблю наш город, прекрасный город. Чем я занимаюсь сегодня, если объяснить это простыми словами? В первую очередь, сегодня я являюсь предпринимателем. Мы развиваем проект, международный проект. Работаем в основном сейчас на территории СНГ, Восточной Европы. То есть стараюсь именно развивать международные связи, улучшать имидж Казахстана через те действия, которые я могу совершить. Также, помимо этого, большую часть моей жизни, именно работы, профессиональной карьеры, занимает общественная деятельность, такое общее слово. Развиваем ассоциацию молодых предпринимателей Карагандинской области. Стараюсь объединять, как-то помогать, рассказывать о
крутых ребятах, молодых, карагандинцах, с Карагандинской области, кто строит какие-то большие проекты. Ну и также для себя нахожу в этом то, что создаю окружение. Окружение крутых людей с целями, с видением, которые всегда к чему-то стремятся. Какие качества я больше всего ценю в людях? Это очень важный вопрос, потому что то, кто нас окружает, это очень играет огромную роль в нашей жизни. Первое, я ценю качество в людях, это когда человек, наверное, честен с собой. Это в первую очередь очень важно. Это то, к чему я, возможно, сам пришел относительно недавно. Быть честным перед собой, не обманывать себя. Второе – это когда у человека, наверное, есть цель все-таки. Да? Когда человек думает о том, куда он идет, где он сейчас находится и куда он хочет прийти. Тогда человек говорит о возможностях. Это очень важно. Ну и третье – порядочность. Однозначно порядочность, потому что уважение к людям, вне зависимости вообще от каких-то социальных вещей, положения, статус, да, финансы, это все не имеет значения. В первую очередь есть человек, и нужно уважать каждого человека. Это важно. В каких ситуациях люди обычно просят у меня совета или помощи? Это интересно. На самом деле люди просят у меня совета или помощи в тех ситуациях, наверное, когда вот нужно как-то немножко чуть глубже погрузиться в какой-то вопрос, да, в какую-то задачу. Обычно это называют проблемами, но я стараюсь называть это задачами, которые есть, которые приходят постоянно. И второе – это когда нужно, наверное, найти какой-то контакт, подход к человеку, да, чтобы решить эту задачу. Часто обращаются, если по бизнесу, допустим, там была ситуация, когда мой знакомый продавал свою компанию, и он обратился ко мне, чтобы я помог ему найти людей, которые могут ее купить. Вот, как бы это, наверное, тоже одно из моих черт, которые были с детства, это умение коммуницировать с разными людьми, абсолютно с разных сфер, то есть умение, да, как бы заводить вот эти связи, и этих связей достаточно много. Но они все не связаны между собой, просто как-то так получалось. Это, наверное, опять-таки за счет открытости, о чем я говорил по вопросу, как меня видят люди. Каким руководителем я стараюсь быть? Наверное, здесь самое главное, наверное, быть требовательным в какой-то степени, именно что касается достижения результата. Потому что если это касается компании или там, нашей ассоциации, да, у нас есть цели, и их нужно достигать. Я здесь требую именно вот это качество и в первую очередь требую от себя, потому что нужно действовать быстро, нужно действовать четко, стараться не допускать ошибок, а если ты уже допускаешь ошибки, это наоборот в какой-то степени хорошо, если ты умеешь их не повторять, сделать правильные выводы и пойти дальше. Второе – это как руководитель, наверное, быть как в какой-то степени друг, старший брат, то есть всегда стараться помочь, стараться разобраться в ситуации, потому что разные у людей бывают ситуации, но часто приходится быть достаточно строгим в этих вопросах. Что мне хотелось бы, чтобы люди поняли обо мне после этого видео? Наверное, в первую очередь мне бы хотелось, чтобы люди поняли после этого видео, что, наверное, за моей вот этой легкостью и открытостью стоит большой путь, большая работа над собой, большое количество поражений, побед. Наверное, самое важное, что нужно идти дальше, несмотря ни на что, не останавливаться, потому что есть такая мудрость, что когда ты идешь к определенной цели, да, совершая там ошибку или поражение, получив, ты на шаг ближе всегда. Там условно на 100-й раз ты становишься ближе к цели, совершил ошибку, все, на 99, даже 98, 97. Просто нужно верить в себя, верить, полагаться Всевышнему, Вселенной, кто как это называет, и идти дальше. Мое детство, наверное, могу сказать, тут, наверное, спасибо родителям, было достаточно счастливым. Я рос в любви, в заботе от родителей.
И самый интересный момент, наверное, чему меня в первую очередь научили с детства, здесь спасибо маме, это быть самостоятельным. То есть это самая, наверное, большая черта, в которую меня пытались вложить с детства, самостоятельно принимать решения, отвечать за свои поступки и не бояться, оказываться в какой-то новой среде. Рос я в Караганде, единственный ребенок в семье. Очень много любил где-то гулять или лазить. Можно сказать, что был в какой-то степени, наверное, ребенок-исследователь. Основные жизненные ценности, на которые я опираюсь. Первое, это я уже говорил ранее, это быть честным с собой, в первую очередь, при принятии решений, при совершении каких-либо действий, быть честным с собой. Второе, наверное, никогда не жаловаться. Потому что в жизни очень часто происходят какие-то ситуации, когда идет все не по плану, когда все идет не так, как ты планировал или хотел. Да. Часто люди какие-то, часто даже бывают близкие, совершают какие-то действия, которые тебя расстраивают или разочаровывают. Наверное, поэтому самое главное – это не жаловаться, просто с улыбкой принимать все и идти дальше. Третья ценность – это усиливать любовь к себе. Потому что, когда ты любишь себя и уважаешь себя, ты автоматически, у тебя уже есть какое-то понимание, каких людей ты хочешь, чтобы они были рядом с тобой. Какое отношение ты допускаешь или не допускаешь, какие у тебя есть запросы. Мы живем в материальном мире, какие-то материальные и нематериальные запросы. Это даже касается условно просто то, что тебя окружает. Когда ты любишь себя, когда ты находишься в любви и в гармонии с собой, то ты четко знаешь, что и кто должны тебя окружать, какие действия ты должен совершать, чтобы в первую очередь быть довольным собой. Ну и четвертое, можно добавить, это, наверное, не терять связь с внутренним я, внутренним ребенком. Внутри каждого из нас есть ребенок. Нужно часто с ним сверяться, спрашивать: Марат, 5-летний, доволен ли ты тем, как ты живешь, доволен ли ты тем, что ты делаешь, потому что вот эти, наверное, еще сформировавшиеся в детстве какие-то установки, представления о жизни по большей степени и ведут нас во взрослой жизни. Наверное, нужно придерживаться этого.